Читайте, мальчишки, девчонки, читайте. Любимые книжки ищите на сайте. В метро, в электричке, автомобиле, в гостях или дома, на даче, на вилле. Читайте, девчонки, читайте, мальчишки. Плохому не учат любимые книжки. Не все в этом мире легко нам дается. И все же упорный и мудрый добьется того, к чему доброе сердце стремится. Он клетку откроет, где птица томится, и каждый из нас облегченно вздохнет, поверив, что мудрое время придет. Уважаемые читатели, 2015 год в России и Башкортостане объявлен годом литературы. 29 января на открытии Года литературы в Башкортостане заместитель премьер-министра республики Салават Сагитов сказал: «Человек должен читать. Читать, чтобы понять. Читать, чтобы жить. Язык выделяет людей среди других живых существ. Литература дает нам новые ориентиры, учит делать добрые дела». В рамках программы открытия Года литературы Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых стартовала акция по созданию рукодельных тактильных книг для незрячих детей под названием «Живи, книга». Ее участниками стали дети, посещающие кружки и секции Республиканского центра детско-юношеского технического творчества и сопровождающие их педагоги. Знакомство с библиотекой началось с экскурсии, в ходе которой дети познакомились с основными направлениями деятельности специальной библиотеки, ее фондами, процессом издания книг рельефно-графическим шрифтом Брайля. Библиотекари показали им постоянно действующую книжную выставку, посвященную Году литературы «Литературная вселенная». А потом началась главная работа. Участники акции совместно с педагогами и специалистами библиотеки приняли участие в изготовлении мультиязыковой, мультиформатной, тактильной книги по башкирской народной сказке «Кто всех сильнее». Сказка вошла в первый том антологии детской литературы, вышедшей в издательстве «Китаб». Составителем антологии является детская писательница Фарзана Губайдуллина. Книга издана в нескольких форматах, адаптированных для слабовидящих и незрячих: укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом по Брайлю, в звуковом формате. Для желающих послушать сказку «Кто всех сильнее» мы подготовили диск в формате MP3 и записали книгу на флеш-карту в формате LKF на двух языках – башкирском и русском. Требования к созданию тактильной книги достаточно жесткие. Слабовидящим и незрячим детям должно быть удобно ее читать. Обложка и страницы должны быть без жесткого каркаса. Уголки страниц закруглены и иметь тактильные обозначения. Материалы, из которых создаются персонажи и фон каждой страницы, должны ассоциироваться с требуемыми по тексту деталями. Кроме того, текст в книге должен быть в двух форматах – обычном и брайлевском. Тем не менее, заведующая детским центром библиотеки Конушкина Дина Булатовна, организовавшая акцию, прекрасно справилась с задачей. Книга получилась очень богатой по количеству персонажей, деталей, отделки и очень теплой по настроению, которое ощущает каждый, кто познакомится с ней. Многие детали книжки съемные и крепятся к страницам с помощью текстильной застежки – липучки. Фигурки можно снять и подержать в руках, потрогать детали костюма и ощутить, из какой ткани они сделаны. Внизу каждой страницы приклеена полоска, а на ней объемные цветочки. Их количество обозначает номер страницы. Обложка нашей книги получилась очень красивая. Название выложено из пенопласта. Чуть ниже, в рамочке из пластика, обвитого лентой, надпись по Брайлю. Школьники, принявшие непосредственное участие в оформлении книги, вложили все свое умение, фантазию и желание, чтобы добиться наилучшего результата. И вот книга ожила. Она распахивает свои страницы для читателя. Сказка начинается. Жил когда-то старик со старухой, и была у них дочь. Когда дочь выросла, старик со старухой стали думать, какого бы ей найти жениха. «Выдам ее за самого сильного на свете», — решил старик.
И вот, чтобы найти самого сильного, старик отправился в путь. Пришлось ему как-то идти по льду. Лед был скользкий, старик поскользнулся и упал. Встал старик и говорит: «Эх, лед, ты, кажется, очень силен, иначе не удалось бы тебе так быстро свалить меня с ног. Будь женихом моей дочери». А лед говорит в ответ: «Если бы я был силен, я бы не таял от солнца». Тогда старик обратился к солнцу и говорит: «О, солнце, от тебя тает лед, стало быть, ты сильнее его, будь женихом моей дочери». А солнце отвечает: «Если бы я было сильным, туча не могла бы закрыть меня». Тогда старик отправился к туче. «Туча, туча, ты закрываешь даже солнце, будь женихом моей дочери». Туча отвечает: «Если бы я была сильна, дождь не пробивал бы меня насквозь». Старик отправился к дождю и говорит: «О, дождь, ты, видно, очень силен, ты даже тучу пробиваешь насквозь, будь женихом моей дочери». Дождь говорит в ответ: «Если бы я был силен, земля не выпивала бы меня до капли». Тогда старик опустился на землю и обратился к ней: «О, земля, ты сильнее всех, даже дождь выпиваешь до капли, будь женихом моей дочери». А земля говорит: «Будь я сильна, трава не пробивалась бы сквозь меня». Тогда старик отправился к траве и говорит ей: «Трава, ты пробиваешься даже сквозь землю, стало быть, ты самая сильная, будь женихом моей дочери». Трава отвечает: «Если бы я была сильна, человек не скосил бы меня». «Человек, оказывается, самый сильный», — сказал тогда старик, и выдал дочь за человека, который был сильнее всех. Вот и сказки конец. Но не кончается наша акция «Живи, книга». Наша новая книга зажила своей жизнью. Ее ждут встречи с читателями. А впереди новые книги, новые проекты, новые радости. Живи, книга!